Здесь, когда вы выполняете вот это действие, да, вы получаете доступ к такой вот панели уведомлений и быстрых настроек. В Алматы группа пожилых людей прошла 5-дневный курс в рамках проекта по мобильной грамотности Digital Life. 61-летняя Балсара Куатбай Кызы говорит, что около 10 лет пользовалась смартфоном, но до этого дня не знала о всех его возможностях. Говорят, век живи, век учись. Я не знала о некоторых функциях. К примеру, большое количество фото я удаляла по одному. Теперь знаю, что можно выбрать и удалить все сразу. Этому я здесь научилась. Также я здесь установила себе казахскую клавиатуру. Балсара Апай зарегистрировалась в социальных сетях несколько лет назад. Говорит, что у нее около 500 друзей. Инстаграмға жазыла береді, мен удалить ете берем. Мен только бір жақсыларды ғана өзіме алып нетемін. В смартфоне 65-летней Зикеш Тусибек Кызы много фотографий детей и внуков. Сейчас она научилась хранить файлы в интернете, чтобы они не занимали много места, и научилась общаться по скайпу с дочерью, которая живет в Европе. iPad'da новости, жаңалықтарды оқимын, почтамен, Mail.ru-ды. Соны мен жазып нетемін. У меня есть iPad, на нем читаю новости, переписываюсь по почте. После того, как в 2005 году моя дочь уехала за границу, пришлось купить и научиться им пользоваться. Прежде не отправляла, теперь буду. Научилась заходить и в Facebook. Организаторы тренинга говорят, что у многих бабушек, подобно Зикеш и Балсаре, есть смартфоны, но они не могли пользоваться всеми возможностями своих гаджетов. Такие тренинги в этом году организованы во второй раз. В прошлом году их провели в 5 городах Казахстана. В этом году около 200 человек прослушали курсы в 10 городах. Люди приходили со своими вопросами, как настроить часы, как добавить человека в контакты, как стереть там ненужную смс. И потом люди с удовольствием учились тем темам, которые мы рассказывали. То есть, начиная от того, как скачать, установить приложение себе на смартфон. По словам представителей организаторов этого тренинга, после окончания курса бабушки делают селфи и отправляют фотографии родственникам. В WhatsApp создана группа «Апашки Алматы», участники которой публикуют фотографии своих внуков и обмениваются рецептами. Маншук Асаутай, Санат Нурбек, Азаттык ТВ.